Добрый вечер! Свою жизнь он посвятил театру и развитию традиций Татарского национального театра. Он осуществил более 80 постановок на различных площадках и 70 разножанровых спектаклей в стенах родного театра, многие из которых получили награды международных фестивалей. Сегодня у нас в антракте режиссер, заслуженный деятель искусств Татарстана, заслуженный артист России Рашид Загидуллин. Рашид Загидуллин – главный режиссер Татарского театра имени Карима Тинчурина. Окончил Казанское театральное училище и Московский театральный институт имени Щукина. Ставит спектакли разных жанров – от комедии и водевиля до высокой драмы и трагедии. Всегда открыт для экспериментов. Здравствуйте, Рашид Малагалиевич. Здравствуйте. Мы поздравляем вас с прошедшим юбилеем. Вы всю жизнь действительно посвятили театру. А вы помните, как началась эта любовь к театру? Как у любого советского школьника, в детские годы мы ходили в драм-кружок. Я думаю, что первую любовь привили именно там. Я до сих пор помню имя и отчество нашего педагога, Любовь Васильевна Савченко. Почему вы сделали театр выбором своей жизни? Возможно, это гены родителей, потому что у меня родители тоже, несмотря на то, что занимались техническими профессиями, тем не менее самодеятельность они любили. Отец у меня великолепно играл на гармонии, мать великолепно пела. Возможно, это передалось от них, поэтому мое стремление в школьную самодеятельность они поддерживали всячески. Никогда не было сомнений в том, что театр – это ваш путь? Никогда не было сожалений и мысли о том, что я выбрал неправильную профессию. На самом деле я вначале был артистом, закончив наше Казанское театральное училище. На первом курсе у меня были замечательные педагоги, это корифеи театра имени Качалова, Петр Семенович Маслов, Сергей Валентинович Иванов. К сожалению, я от них ушел, но пришел к не менее знаменитым и известным педагогам. Это Юнона Ильич Накарева и Вадим Валентинович Кешнер. Геннадий Николаевич Прытков тоже преподавал, последний спектакль с нами ставил, дипломный, один из дипломных спектаклей. Так что актерская школа у меня богатая. После окончания театрального училища мы были с супругой приняты в Русский ТЮЗ казанский, там благополучно отработал год, и после этого поступил в Москву, в Щукинский институт театральный, на режиссерское отделение, режиссерский факультет. Почему все-таки не пошли по актерской стезе, а поняли, что хотите быть режиссером? Ну, как бы во мне боролось желание между стать режиссером и продолжать быть артистом уже в театральном училище, когда я учился на актерском отделении, потому что Вадим Валентинович и Юнона Ильична мне разрешили поставить один из дипломных спектаклей. И тогда уже я где-то, наверное, все-таки процентов на 70 решил, что я все равно когда-нибудь буду поступать на режиссуру. Когда-нибудь я не думал, что это произойдет так быстро, в общем-то, через год. Какой театр ваш сегодня? Чем отличаются ваши постановки? Я режиссер всеядный, я ставлю спектакли в разных жанрах. Для меня близки абсолютно разные стили, и я с большим удовольствием работаю над разными спектаклями. Наверное, все-таки есть большая разница между театром Тинчурина и театром и другими театрами. Потому что театр у нас с очень сложной судьбой, и в 1993 году, когда я его возглавил, театр только-только стал становиться стационарным, потому что до этого он 60 лет был передвижным. Это было 3-4 бригады, которые разъезжали по всей нашей необъятной родине с разными спектаклями. Была очень своеобразная специфика этих спектаклей, поскольку нужно было учитывать те не очень богатые возможности сельских клубов. Поэтому спектакли иногда игрались на каких-то малых сценах. Это чаще бывали это какие-то сцены, сделанные в деревенском доме. Иногда они играли в кузове автомобиля с открытыми бортами. То есть, нормальная жизнь передвижного театра. В 1989 году этот коллектив получил это великолепное здание. Точнее, наш театр вернулся в свои стены, потому что в 1933 году он отпочковался от театра имени Камала, как выездная бригада. И далее рос, превратился постепенно в театр драмы и комедии имени Карима Тинчурина. Самые первые сложные годы, с 93-го где-то по 96-й, вот это был период становления нашего стационарного театра. Преимущество передвижного театра – это постоянная мобильность, высокая мобильность наших артистов, которые могли работать и на стационаре, и на выездах. Им не надо было время для раскачки. Но, с другой стороны, иногда культура существования на выездных площадках, она давала о себе знать. Потому что здесь, на стационаре, тем более в этих стенах,
уже, что называется, исторических, нужно было играть и существовать совершенно по-другому на сцене. Вот этим мы и занимались первые годы моей работы. Чем больше театров, тем это показатель развития нации, мне кажется. И у каждого свое лицо. У нас есть свой зритель, у других театров есть свой зритель. Но так и существуем. Татарский национальный театр. Чем он отличается? Какие традиции вы стараетесь сохранять? Мне кажется, национальный колорит прежде всего сводится к языку. Это первое необходимое условие любого театра, и русского в том числе. Потому что если теряется язык на сцене, значит теряется культура. Поэтому основной своей задачей я ставлю все-таки целью сохранения языка прежде всего на сцене, литературного языка. Мы сейчас выпускаем малоформатные экспериментальные спектакли, которые идут там не более часа. Это на основе литературных произведений. Таким образом, мы уже выпустили спектакль по произведениям Габдуллы Тукая. Это «Люби жизнь». С этим спектаклем мы уже побывали не только в разных регионах России, но и за рубежом. Мы были в Анкаре, в Стамбуле работали с этим спектаклем, в Брюсселе, в Брюгге, и всегда на ура воспринимали именно язык Тукая. Вот. Далее мы поставили спектакль по очень интересной повести Мохаммед Махдиева «Мы дети 41-го года», и этот спектакль также с большим успехом идет. Недавно, буквально в прошлом сезоне, мы поставили спектакль по произведениям Разиля Валеева. По его стихам, по его воспоминаниям тоже получилось очень своеобразное, такое интересное зрелище, которое очень западает в душу. Чем сегодня живет театр Тинчурина? Помимо ожидаемых постановок, которые как бы любят больше всего зрители, это не приходится скрывать, что мелодрама и комедия – это любимые жанры нашего зрителя. Мы пытаемся вести и какие-то новые эксперименты в других жанровых поисках. У нас появился спектакль «Гамлет». Он идет не на основной сцене, он идет в нашем большом великолепном фойе. Вот. Этот «Гамлет» очень высоко оценил, нашего «Гамлета» высоко оценил ведущий шекспировед России Барташевич, который приезжал специально, чтобы его посмотреть, и очень высоко отозвался о нем. Недавно буквально очередной режиссер нашего театра Резда Гарипова выпустил спектакль по роману Ремарка «Возлюби ближнего своего». О, Гамлет! Yüreğimde tüttün benim sildiği güller. Какой Гамлет у вас получился, и что вы сами слышите в этом произведении? Как отвечаете на этот вопрос? Для меня в данном случае, поскольку «Гамлет» — это произведение такое очень мощное, там очень много внутренних течений, я вычленил только одну линию семьи. То есть для меня важна семья Гамлетов, семья Полония и такие приходящие персонажи, как бродячая труппа, я их тоже сделал семьей. И вот на примере этих трех семей я показываю, как можно, что называется, разрушить целое государство. Ну, не то, что показываю, я пытаюсь рассказать языком Шекспира о том, что если разрушится семья, разрушится государство. Враг внешний, он все-таки, он виден, он ярок, с ним можно бороться, с внутренним врагом бороться сложнее. И вот если в семье заводится какой-то внутренний враг, который разрушает семью изнутри, это более страшно, чем борьба с внешним врагом. Что вы можете сказать по поводу сегодняшнего дня? Да? Вот в Татарстане семья, она крепка? Я думаю, да, потому что, ну, это же видно, тем более в татарских семьях, как в восточных семьях, все равно существует культ семьи. Это немаловажно, и это и есть тот цементирующий фактор, который сдерживает, который позволяет сопротивляться тем внешним негативным явлениям, которые на сегодняшний момент есть. И семья, я сторонник того, чтобы дети вместе с родителями приходили в театр, вместе смотрели, чтобы родители больше общались со своими детьми, тем более сегодня, когда появился интернет, который очень сильно затягивает и, в общем-то, мне кажется,
разрушает семьи, потому что родители отдельно сидят, тем более очень много появляется сейчас гаджетов на руках, отец в одном интернете сидит, дети в другом, мать в третьем и так далее и тому подобное. И это не способствует, что называется, целостности семьи и, соответственно, общества. Поэтому нужно идти в театр. Да, естественно, конечно. Театр как альтернатива. На самом деле театру ведь всегда предрекали смерть, а он все живет и живет. То есть появился там, я не знаю, кинематограф, да, говорят, все, смерть театру. Появилось телевидение, да, появился интернет. Нет. И почему любят театр? За то, что там живые люди, живое общение со сценой, со зрителем. Зритель становится соучастником, сопричастным к тому, что происходит на сцене. Наверное, в этом и заключается магия театра. Спасибо, Рашид Малагалиевич. Под занавес предлагаем вам короткую рубрику из вопросов и ответов. Какие главные качества в актере? Работоспособность. А что больше всего цените в людях? Наверное, честность. И в друзьях, и в врагах. А что не приемлете, наоборот? Приспособленчество, наверное. А у вас есть жизненный девиз? Делаешь — не бойся, боишься — не делай. Это мое кредо уже давно. Наверное, со школьной скамьи. Рашид Малагалиевич, спасибо. Спасибо вам большое за то, что вспомнили о нас. Всего доброго, до свидания. Спасибо вам и приходите на наши спектакли.